такое количество у меня получилось. Все, хватит. Где-то литров 5, наверное, сколько? Литра, 6 литров ведра стоя. 5 литра, 5 литров черники. И вот еще сюда, сверху, лисички наберем. Там, когда поднимались, лисички видели. И наполним это ведро уже грибами. Ягоды хватит. Потом в следующий раз опять так же. И наберем, сколько нам надо. Главное, чтобы не провалиться. Вот тут мы видели где-то уже недалеко вон. Да, стоят, ждут нас. Каждый год здесь выходит вон. И в прошлом году, и позапрошлом. Каждый год собираем тут их. Здесь и там еще немножко вон. Опа. Лисички. Они не гниют, без червей и до поздней осени. Татыш ватышный якома. Это не клеим, на жаркое нам наберем. И там еще одно место, я знаю, надо сразу тоже сходить, проверить второе место. Jeszcze wodzia svetlitona, ten nie jest jeszcze kurczak. Koch jasno za mydanieczkę sadzą. Что-то там он душ там. Первые лисички 2017. Еще не видел их в этом году пока. Мелкие, они намного крупнее вырастают размером. Вот так. Это ты или один, да? Окей, кивали. Так, я потихоньку буду собирать, а потом включусь еще на. Блин, там сыро. Но непонятно где перейти там. Баклава. Главное, сапоги, чтобы без дырок были. И аж течет ручей тут. А нам на тот берег надо перейти. Локта ты тот чорред. Давай, локточка. Здесь нормально. Вон следы. Вон лоси. Лоси здесь прошли. Следы лосей. Один прошагал тут. Это след лося. Чук где-то метр. Шаг такой. Метр длиной. И свежий, вообще свежий. Вот еще второй. Это, наверное, те, которые речку перешли. Угу, значит, их 2 штуки. 2 штуки, значит, их. И они перешли с этого берега на наш берег, где избушка. Все ясно стало сейчас. 2 штучки. Так, еще одно место проверим. Там, интересно, может тоже быть лисички. Могут быть. Главное, чтобы не провалиться, блин. Обычных грибов вообще нету. Один красноголовый только попадался, и все. Взяли одного. Какое расстояние уже идем. Больше ни одного. И раньше выхода тоже не было. Пока
Грибной сезон, видимо, не подошел. О, бля, зацепился она. Так, мы уже на подходе. Недалеко уже, в принципе, осталось. Там еще проверим и сразу напрямик на избушку пойдем. Всё. О, блин, сыро даже тут. Завались воды в этом году. Обычно все здесь сухо бывает. Смотри, лужи кругом. Нифига нету, нет. Куш. Вот второе место и ни один гриб не вижу. Ну, або вот именно вот здесь еще выходят они. Вот именно здесь. Лоси, наверное, все сожрали. Здесь прошли они. Так, придется подождать тогда. Через недельку приедем, проверим. А сейчас пока нету их тут. Все, идем на избушку. Тут больше делать нечего. Грибов нету. Ягоды пособирали и хватит. Еще. А, вон красноголовик. Есть. Это борщ. Проверь. А, две штуки даже. Нормально. И вот это еще. Это еще борщ. И в принципе на жаркое потихоньку собирается. Лисички и несколько красноголовиков. Так. Сколько деревьев свалилось за этот год. Фу. Вообще везде завалы тут. Так, кутнечка, но там пойдем. На луг выйдем, да, по лугу уже. Вышли на Семваньвич. Это напротив избушки луг. Косили конной косилкой. А сейчас смотрите, за 10 лет сколько, как заросло. Это все там до леса, все это луг был. И там дальше вот немножко там осталось, наверное, на холмике. Непроходимая чаща. Фу. Вот так. Здесь место, где стога делали, только вот остались эти колышки. И где-то место кострища там еще. Где-то здесь, наверное, было. Все заросло, все. Есть тентавис, вот. Если до поворота там все было луг. А сейчас кино леса. И, наверное, вот тут. Вот именно тут, наверное, у них костер. Вместо кострища было палатка, кострище и вот такая одна. Вот табуретка осталась, железяка. Ну, наша изба уже. Видим.
жарит эталон. Вон вылез паршивец. Думал, отстал уже от этого бревна. Никак доконать его не могу. Вон, смотрите, какая фигня тут. Это плесень. Борюсь уже года 3, наверное, с ним. Вон. С одного места убираю, вылезет на другое место. И это бревно, оно уже полностью труха. И антисептиком уже обрабатывал. Чем-то где не обрабатывал я это бревно уже. Все равно выходит. Он на солнце выкину, пусть сохнет. Вот так вот. Везде он. Везде. По всему венцу. По нижнему венцу он так прошел. Сперва здесь он выходил. Здесь я травил всем, чем мог. Там уже я окошечко вырезал. Думаю, пусть продувает. Потом вон туда он перешел. Вон там уже в прошлом году был. А сейчас опять на этом месте. Не знаю, как с ним бороться. И там еще тоже окно, но у меня там закрыто. От комаров закрыли. И думаю, пока возле двери там. Сейчас вот остановился. Здесь, на это бревно. Такой звук, вот как будто труха, пустота, как будто в нем. Сверху посмотришь, свежее дерево, а внутри, наверное, уже труха. Этот венец еще, кранты ему. Догорает наш мангал, костер. Сейчас мы сварили чай, попили чайку, там грели кашу, конкретно пообедали. И перед тем, как выехать, сейчас время, наверное, без 24, да, без 24. И перед тем, как выехать, я хочу еще, вон, за этим опушкой леса, там озеро небольшое, хочу посмотреть, утки есть или нет. В прошлом году так. Но все равно, для интереса, каждый год так, каждый раз, когда приезжаю, обычно хожу на это озеро, чтобы посмотреть, как там выводки есть или нету. В прошлом году очень много уток было. В этом году я еще не ходил. Только раз приезжали там. Мы комаров очень много из-за этого так неохотно в тайгу. А сейчас комаров меньше. Возле избушки вообще здорово. Там только в тайге. И смотрите, вот иван-чай и все, цветки уже все выпали. Вот так вот. Какие-то вот такие палочки остались и все от цветков. Не знаю, там сам листок можно, нет, сейчас уже собрать. Вот, листья еще. Листья нормальные, так не завяли ничего, а цветки уже все выпали. Может, здесь семена их, не знаю, что за стебельки такие. Такое непонятно что. Ну, иван-чай, все. Цветки выпали. Так. Ну, я дойду до озера, включусь. Посмотрим, утки есть или нету там. Ребят, я уже по дороге иду. И вот тут это озеро. Ну, небольшое. И главное, в этом озере можно всегда встретить уток. Потому что кормовая база у них здесь. Вот эти грибы также есть. Пока тишина. Для зрения тоже грибы. Вон там как будто
волны идут, непонятно, что за волны. Что-то не наблюдаю никого. Никого нету, ребята. Никого там. Думал, волны идут. Что-то не могу определиться. Там тоже озеро, вон там. Дальше, но вот не фокусируется, это сучья мешают. Как будто там тоже вот волны идут. Нет, непонятно что. Может, какие рыбешки. Может, какие-то жуки там плавают. Не знаю что. Дальше не пойдем. Это озеро вот так. Вправо идет. Вправо. И там, в принципе, заканчивается. Но на озере, ну, много воды в этом году. Много воды. И может утки где-то в траве, еще где. Может еще рано, может чуть позже они выходят на кормежку. Так. Думал, это утка, а просто пенек какой-то. Но нету никого. Нет, туда не будем идти. Не будем, мы уже скоро будем спускаться. Скоро будем спускаться обратно. И походу еще, может, будем рыбачить. Грибы гнилые. Сейчас еще туда поднимусь и посмотрю следы лосей. Мне самому охота вот как-то куда они поднялись посмотреть. Но когда ягоды собирали, отчетливо видно было, что лоси шли сюда. Ну, недалеко тут, буквально там 150 метров, наверное, переход должен быть. Сейчас на днях был комментарий, спрашивали, будет ли в этом году боровая дичь в наших лесах. Ну, вот, где именно я живу. Или, может, имели в виду, что в Коми, в самом Коми республике, в Карткоровском районе или еще. Но я сейчас по тайге, вглубь тайги, мало куда еще ходил. Но вот ягоды, те, которые ягоды собирают люди, ну вот приходят все равно, мы видимся и обязательно у всех спрашиваю, как там в лесу кого-то видели, зверей или птиц. И люди мне говорят, что частенько встречаются рябчики. И выводки у них в этом году где 4 штуки, где 8 штук. По-разному. Но в основном рябчиков бывает 12 штук. Это норма. Но в этом году маловато. И в прошлом году, в сравнении с прошлым годом, где сегодня ягоды собрали, в прошлом году там рябчиков видели. И здесь вот недалеко тоже встречались. Но были птицы. А в этом году пока нифига. И вот переход. О чем я говорил еще с утра. Вот, видите, следы. Я не останавливался, туда поднимались по речке. Вон. Я думал, один след, а второй там думал 2 следа. Думал, корова с теленком и еще бычок. А, видимо, там, может, корова и бычок только. Или 2 бычка. Всяко, может, разные пары ходят там. И вот,
Они там зашли. И здесь, смотрите, здесь, я думаю, они... Нет, это не то. Это следы. Это следы. Кто-то здесь спиннингом, наверное, рыбачил. Нет, это у людей. Надо подальше сходить, посмотреть там. Обычно тут медведи любят тоже вот переход делать. Но лоси редко, когда здесь переход делают. Лоси, здесь очень много таких мелких озер. И они и непроходимая тайга тоже тут. Но они живут летом, все лето, а осенью уходят. Так. Ну вот же, вон они, следы-то. Вижу я их. Так. Ну, вот тут они и поднялись. Вот. Вот следы. Вот они. Вот там они и пришли. Вот так. Вот здесь они поднялись. Угу. В эту сторону все так они пришли. И вот сюда они, может, со стороны Лопью они перешли, и может в сторону Богородских болот там или река Пугдым там где-то, ну, если напрямик километров 30, наверное, не больше, 30-25, где-то вот так. Но для них это не расстояние, они мигрируют, ходят. Летом много можно увидеть возле рек таких следов. И я вот сейчас там всплеск был, и была у меня зимняя рыбалка. Дальше я не пойду. Вон там еще был такой грибок, чтобы отдыхали там, путники отдыхали, там лесхоз делает. Но он, смотрите, свалилось и развалилось там. Ничего уже не осталось, все, по-новому надо уже делать. И я здесь вот тут еще мачете и там рубил своим самодельным. И я здесь вот, именно здесь я и рыбачил вот тут. Хороший, отличный клев был, вообще бешеный клев такой, мне так понравилось. Я до позднего вечера, вон лодка наша, вон. Вот моя родимая Судзуки. Там на другой стороне тоже вон избушка у охотников. Охотничья избушка у нас на каждом повороте, буквально на каждом повороте. Потому что раньше мы сено мы заготавливали и ночевали в избушках. И вот тут я именно рыбачил возле песка. А здесь глубина очень глубоко и бесполезно что-нибудь поймать зимой. Они обычно на мелководье. Так, ну я тут еще... Так, это я показываю... А, нет, подожди, вот. Припоминаю. Вот я мачете здесь рубил вроде как. Вот так вот. Обратно иду и случайно вам, смотрите, на глаза попались. Вон, малюсенькие. Только-только вот начали выходить. Вон, красноголовики. Только-только вон. Как 2 копейки. Все, возьмем, что потом. Не оставлять Джена. Все равно сгниют. Сгниют. И здесь частенько можно встретить этих красноголовиков. Они любят здесь выходить. Где-то, наверное, с полмесяца еще и вовсю будут уже. Грибы вовсю пойдут. А сейчас что-то их мало. Практически нету. Сколько сегодня отходили на том берегу и здесь вот. Ну, только-только вот выходят. А крупные вон. Крупные гнилые вон все. Гниль. Так что день сейчас еще теплый. Они быстро гниют. Солнце куда попадает, тепло, а ночью прохладные. Ладно, мы уже встали на свою тропинку. И здесь уже недалеко. И недалеко тут у меня избушка.
На глаз так прикинул, смотрю, и справа, вот южная сторона, вот смотрите, надеюсь, ну, видно, что уже нижние венцы начали гнить, и южная сторона ниже, чем слева, с северной стороны. Так что нижние венцы не успеешь оглянуться, и придется уже тоже менять. Но до потолка еще далеко, в принципе. Год, два, три еще можно потерпеть. А там посмотрим, может и тоже уже будем ремонтировать эту избушку. Также крыша у меня шифер, но чуть-чуть как бы не хватило шифера, и там рубероидом покрыл. Вроде как пока не течет. Но если конкретно уже отремонтировать, что тогда надо уже андулин привезти, или и баню тоже надо отремонтировать, крышу уже тоже начинает гнить. Там рубероид пока нормальный. Но это как потечет, сразу уже будем ремонтировать. Вот так вот. Опять день прошел, пролетел. С утра выехали, и уже вечер. Так быстро летит время. Сейчас быстренько все вещи соберем и рыбачить потихоньку будем. Рыбачить и поедем домой так. По пути порыбачим. Все, тронулись. Поехали подходим. Жалко нету солнца, а там и уклеек сколько вон, смотрите. Остановились мы рыбачить и столкнулись об это дерево, в общем, когда останавливались. И, наверное, мусор начал плыть, поэтому уклейка здесь собралась. Наверное, целое ведро тут. Сидим, пока поклевок нету. Стучим по дну. Вон такой всплеск, смотри. Да, на камеру вон не видно, сколько их тут плавают. Мелкие только вон. Любой бы здесь посидел с поплавком, порыбачил. Мы пытаемся ловить, поймать окуня на глубине. В прошлом году здесь отлично ловилась. Рано, наверное, еще. Из-за этого и не ловится. Надо подождать до сентября. В сентябре уже точно будет клевать окунь. Где-то уже почти доплывая. Уже наше село. Снимать уже было больше нечего. Рыбачили где-то часа полтора, наверное. И на червяк рыбачили, и на свинье. Только 2 поклевки. И ни одной рыбы вообще не поймать. Вот утки. Утки 4 штуки или 5 штук, 4 штуки. Да, утка я. Да, молодые. Вот улетели. Ну, тирки.
кирки. На этом будем заканчивать наш поход. Спасибо всем, кто досмотрел этот фильм. Подписывайтесь и ставьте лайки. А на сегодня все. Всем пока и до новых встреч на природе в Колхе.